В столице Тувы это уже третья горка по скалолазанию. Первые две находятся в столичных школах. На горке в университете свои навыки будут отрабатывать студенты. Тех, кто хотел бы научиться подниматься по скалодрому, много. Студент первого курса магистратуры Ачиту Сюрюнот скалолазанием занимается уже давно. Он вместе со сборной командой университета участвовал во многих всероссийских и региональных турнирах. Участники имеют квалификацию судей разных категорий. Сначала надо пройти квалификацию, обучение специально 36 часов. После обучения начинается практическая часть, подготовку участников именно по связыванию узлов. Тогда уже он может приступить на данное мероприятие. А если человек профессионально хочет заниматься, это примерно уйдет где-то год-полтора. Среди гостей ректорат студенты и именитая альпинистка Мариана Кыргыз, которая покорила все высокие точки планеты, в том числе Эльбрус, Килиманджаро и Эверест. Факт прибавления скалодромов в нашей республике пусть будет дальше и таким же динамичным, чтобы в каждой школе, в каждом образовательном учреждении был свой скалодром. В жизни любого человека может возникнуть момент, когда кто-нибудь из друзей предложит: «Пойдем на скалодром, тебе понравится». И неважно, бегун вы, турист или велосипедист, если в вашем кругу есть скалолазы или альпинисты, то скалодрома вам не миновать. Вначале была задумка, что это для студентов, но когда мы анонсы выставили на сайте университета, очень много звонили, спрашивали, будете набирать платные группы для детей и для взрослых. Мы, скорее всего, будем по одной группе для взрослых и для детей. На приобретение скалодрома выделили 400 тысяч рублей. Теперь студенты и все желающие могут заниматься скалолазанием. Это хорошая возможность выплеснуть энергию и развить мелкую моторику. Если имеется некоторое количество лишних килограммов, благодаря скалолазанию они уйдут. Чередование режимов ускоряет процесс сжигания жира. Айсан Ансоян, Чайхан Дангак, Азамат Чур, телеканал Тува-24.